Железнодорожная сеть республики испытывает все большую нагрузку. Объемы перевозок стабильно растут. К летнему пику АЖД провела масштабную техническую подготовку. К началу летнего сезона специалисты совершили масштабный комплекс технических мероприятий по приведению путей к нормативным требованиям. Для приведения в нормативное состояние инфраструктуры Абхазской железной дороги были сделаны немало работ к вопросу подготовки к летним перевозкам пассажирским. Скажем, были проведены обследования искусственных сооружений на участке Псоу-Сухум. Это такие как мосты, тоннели, подпорные нагорные стены и волноотбойные защитные стены. Серьезный объем капитальных вложений направили на ремонт верхнего строения пути. К работам привлекли 4 специализированные бригады из Российской Федерации. Весь этот комплекс необходим для обеспечения полной безопасности движения. Позаботились и о диагностике. Дважды средства автоматической диагностики состояния пути и контактных проводов. По выводу, скажем, от вагона путеизмерителя состояние пути от Псоу до Сухума оценивается оценкой «хорошо». Поезда традиционно формируются на базе РЖД. Флагманом этого сезона стал обновленный электропоезд «Диаскурия». Тот состав, который раньше курсировал, скажем, Сочи-Гагра, и теперь который курсирует электропоезд «Диаскурия», уже совсем другой уровень комфортности, другие вагоны, которые намного удобнее для пассажиров. Высокий спрос рождает новые логистические решения. На основании договоренностей с РЖД силами АЖД была полностью подготовлена инфраструктура до остановочного пункта ГУМА в центре столицы. В скором времени здесь ожидают тестовый проход поезда. В более долгосрочных планах продление маршрута до Киласура и Дранды, что технически обосновано необходимостью обслуживания Сухумского аэропорта. Обсчет уже есть, возможность техническая уже определена. Необходимость подтверждена, продление, но на данный момент финансовая составляющая пока не определена, за счет каких средств будет финансирование, а так оно у нас в плане есть. С началом сезона пассажирские поезда переходят на летнее расписание. Диаскурия начинает курсировать в ежедневном режиме по 2 рейса в день между станциями Сочи и Сухум. Кроме того, республика готовится принять дополнительные российские туристические составы. Появление новых маршрутов, по словам Леонида Куруа, разворачивает в Абхазии здоровую экономическую борьбу за туриста. Есть уже конкуренция по перевозке пассажиров. Это касается уже открытия и аэропорта, и открытие морских перевозок. То есть мы уже не одни в этом деле. У нас уже появляется конкуренция и подтягивает к тому, чтобы, искать пассажира, воевать за него и создавать лучшие условия, скажем, для привлечения пассажиров к железнодорожным, перевозкам. Да. Синхронизировать такую масштабную работу между ведомствами двух стран – задача комплексная. О том, как сегодня выстроено техническое взаимодействие с российскими коллегами, рассказал заместитель генерального директора Абхазской железной дороги Руслан Харазия. Синхронизация графиков – это не что-то новое для нас. Наши поезда дальнего следования ходят уже очень давно. И в этой связи, то есть в этом не было проблем синхронизировать графики движения, ставить их нитки и все остальное. Электропоезд «Диаскурия» позиционируется как доступный транспорт. Дешевле и удобнее всего приобретать билеты на официальном сайте РЖД или прямо в вагоне. При покупке в сторонних кассах придется переплатить за комиссионный сбор. Билет стоит в районе 360 рублей. Его можно купить, как я сказал ранее, в самом поезде. Можно купить на сайте российских железных дорог, в кассах. Только там будет, если покупать его в кассах, там будет небольшой комиссионный сбор. Но это существенно не повлияет на цену билета. Но главное преимущество «Диаскурии» перед автотранспортом, по словам Руслана Харазия, это то, что пассажиры ощущают на абхазо-российской границе. В летний сезон, в знойную жару мы переезжаем границу, получается, пассажиры находятся в поезде, туда заходят погранслужбы, которые проверяют наличие билетов, паспортов прямо внутри. Где ты сидишь под кондиционером, где у тебя биотуалет
и все удобства есть. Меняется не только уровень сервиса в вагонах, но и подход к управлению станциями. Опыт возрождения исторических платформ собственными силами и с привлечением инвесторов в Абхазии уже доказал свою эффективность. Станция Псырцха наверняка один из наиболее удачных примеров того, как республиканское унитарное предприятие может сотрудничать с коммерцией. Наверняка многие из вас помнят, как выглядело это строение до того, как его отреставрировали. У Абхазской железной дороги не было средств для того, чтобы восстановить станцию. Но когда бизнес взял дело в свои руки, здесь образовался ресторан, который выполняет еще и роль железнодорожной станции. Решение привлечь частный капитал к восстановлению исторического объекта далось руководству АЖД непросто. Проект вызвал много споров и сомнений. Эта станция долгие годы находилась, если можно так сказать, в руинах. И было расхожее мнение, может ли государство отдавать станции частникам, и что из этого получится. И, скорее всего, таким волевым решением Читанава, руководителя железной дороги, хотя многие были и против, и за, мы пошли на этот проект, и вот, как видим, результат получился хороший. Вокзалы находятся в оживленных прогулочных зонах, поэтому пристальное внимание уделяется безопасности. Перроны круглосуточно патрулируются, а военизированная охрана пресекает попытки туристов заходить в опасные зоны тоннелей. Сейчас основные силы сосредоточены на ремонте Новоафонского вокзала, начатом полгода назад. Новоафонский вокзал Абхазская железная дорога восстанавливает за собственные средства. Но функционирование такого масштабного объекта невозможно без поддержки бизнеса. Со многими, кто работал здесь ранее, уже продлеваются договора аренды. Этот вокзальный комплекс по праву считается визитной карточкой республики. Поэтому к его обновлению подошли комплексно, стараясь учесть интересы государства и коммерческого сектора. Был этот договор еще до того, как мы начали реставрировать данный вокзал, да, вывеска осталась. Скорее всего, эти все договора будут пересматриваться, будут пролонгироваться. И вот такая работа будет вести. Обновленный Новоафонский вокзал станет постоянной остановкой для составов дальнего следования. А на живописной платформе Псырцха пассажиров по-прежнему будет принимать электропоезд Диаскурия. Железнодорожные ворота республики открыты, и к встрече большого летнего сезона здесь все уже почти готово.